Здравствуйте! 4 февраля Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. В Абхазии, как и во всем мире, число онкобольных неуклонно растет. Проблемам онкологии, вопросам лечения и диагностики рака посвящена сегодняшняя программа. Обо всем об этом мы поговорим с главврачом Национального онкологического центра республики Львом Аргун. Лев Заабетович, здравствуйте. Здравствуйте. Около 8 миллионов человек ежегодно умирает от этой болезни. Какова ситуация в Абхазии? Мы являемся частью мирового сообщества, и тоже в этом вопросе у нас показатели не лучше, да? Мы тоже, заболеваемость у нас растет, но растет не... Рост данного заболевания последние 5-6 лет, он как бы притормозился. С чем это связано? Мы над этой статистикой работаем уже 5-6 лет. Цифры выявления за год онкологических больных находятся практически на одном и том же месте. А вы можете нам сказать, сколько ежегодно от этих болезней умирает? Не все могут понять, грубо, если мы сегодня, то есть за год диагностируем первично выявленных больных, само учреждение до 500 человек, а плюс те, которые выезжают из-за пределы республики, эта цифра доходит от 600 до 700 человек. Эта цифра такая ежегодно. К сожалению, у нас выявляемость, приходится на 3-4 стадию. Первая и вторая стадия диагностируется случайно, обратившись к другим врачам, то есть эта цифра небольшая, процентов 15-20 подлежит полному излечению при первых 2 стадиях. 5-летний срок проживают с 3-й стадии, процентов 70-80. Скажите, пожалуйста, рак тяжело выявить на ранней стадии. И в этом смысле диспансеризация может как-то показать нам реальную картину происходящего в республике? К этому мы тоже подключились. Собственно, онкология этим не должна заниматься. Но учитывая, что сегодня такой период, в первых выездах тоже с онкологией направлялись врачи, для подготовки тех же наших врачей, других профилей, на что обращать внимание при проведении всеобщей диспансеризации. Я от диспансеризации ожидаю хорошие результаты, потому что в труднодоступные районы они выезжают. Сегодняшнее состояние нашей медицины, здравоохранения, к сожалению, сложилось, что люди, мне кажется, не всегда с доверием относятся. Становится обидно, потому что сегодня наше здравоохранение не соответствует тем оценкам, которые существуют в нашем народе. Мы, если вспомнить послевоенный период, малым количеством наших национальных кадров решались большие задачи. Сегодня, послевоенно, я все к одному привязываю, именно для наших граждан. Сегодня много молодых специалистов добавилось, поэтому ситуация... О кадровых вопросах мы поговорим дальше, не будем забегать вперед. Я бы хотела вас спросить, онкологическое заболевание очень серьезное, и государство выделяет средства на покупку препаратов, на лечение больных раком. Как вы думаете, из-за кризиса в мире и у нас в республике, естественно, не будет ли сокращено финансирование в этом году? Насчет этих вопросов, эти вопросы, собственно, наверное, не напрямую адресованы мне, но, естественно, находясь в информационном поле, скажу так, оснащение оборудования уже происходит уже на протяжении полугода, поэтапное оснащение, это не только онкодиспансера и других учреждений. Я скажу за свое учреждение, это рентген-оборудование, лучевая терапия, аппарат УЗИ, операционный стол, переносной рентген. То есть не за горами, дальнейшее оснащение. Все это не может быть приостановлено, это все находится в работе. То есть, потому что постоянно я этим интересуюсь, этим занимается Министерство здравоохранения. Нам говорят о том, что это оснащение уже к концу первого квартала
поступит. Мы с нетерпением этого ждем, потому что это осложняет нашу работу. Капитальный ремонт недавно был завершен в вашем центре. Закуплено оборудование. Какая-то часть уже же закуплена. Что есть и чего вам еще не хватает? Есть основные моменты, без которых онкология не может. Главное – это лабораторное оборудование. Да? Там, где специальное оборудование, это где устанавливается диагноз, гистология, гистохимия. То есть на протяжении 2 лет у нас ранее было это оборудование. Значит, оно в разы облегчало нам нашу работу. Сегодня это оборудования нет, но мы, в общем-то, в ожидании. Да? Это главный момент, с чего начинается диагноз. Да? Это нас лихорадит. Почему? Напрямую, значит, диагностика наших пациентов зависит еще и лечение химиотерапевтическое. Если диагноз у нас не уточнен, не установлен, это наш термин, верификация диагноза, мы лечим как бы вслепую. К сожалению, у нас это имеет место. После того, как у нас, значит, испортилась аппаратура, которая не подлежала ремонту, организовались частные компании, которые этим занимаются. Они не устраивают ни наших пациентов и ни нас, потому что это длительно, отправляют в Москву. В Сочи мы отправляем не все, нету в системе здравоохранения государственной этой службы. Организовалась частная. Они туда возят, и те отправляют в Москву, то есть не мы этим занимаемся. То есть и это накладывает отпечаток. Сперва для того, чтобы установить диагноз, надо лечить. Да? А в онкологии это имеет большое значение, особенно при проведении химиотерапевтического лечения, потому что, как ранее отметили, более 100 заболеваний, и диагноз, то есть описание должно быть конкретно, какие виды, значит, клеток и все остальное, чтобы эффективно лечить наших пациентов. Но не за горами как бы это все в процессе находится. И еще одна проблема, с которой сталкиваются наши граждане, неправильные диагнозы. Пусть не часто, но такие случаи бывают. И в этом случае само лечение под вопросом. Поэтому как вы устанавливаете еще диагноз? Какие-то собственные методы, кроме того, что вы отправляете в Россию? Как-то самостоятельно, какие-то анализы есть, которые именно в больнице у вас принимаются? Ну, есть онкомаркеры, которые, да, если кому-то как бы интересно, да, берутся анализы. То есть начинается элементарно с посещения врача. Да. Всегда онкологи, как бы, у них свое уже чутье, свое отношение. И все, что нужно, начинается с беседы, осмотра, а потом с других видов исследования. Да? Это я говорю как на примитивном таком уровне. И потом делаются, естественно, анализы в зависимости от органа, которым страдает, если легкие, значит, да, если там гинекология, молочная железа. Есть специальные онкомаркеры, значит, есть лаборатории, это на территории республиканской, в республиканской больнице, это есть и частные клиники, то есть в этом плане как бы тоже проблем нету, и мы занимаемся этим. Самое главное из этого, то есть, да, когда после обследования больного, значит, пациент не выпадает, то есть мы честны перед нашими пациентами, мы говорим то, что можем сделать, и то, что не можем сделать. Но зачастую даже то, что можем сделать в последнее время, это такая общая такая создана тенденция, значит, это очень серьезная тема, значит, они выезжают за пределы, да, и создаются проблемы. Ну, будем так говорить, как и для них, так и для нас, потому что задача моя как руководителя и наших врачей, все, что мы можем делать здесь, предлагать лечиться здесь. Мы, собственно, не даем направлений в тех случаях, то, что можем делать здесь. Если бы делали бы все остальные, наверное, бы выглядело бы это по-другому. А как вы думаете, с чем связано такое недоверие со стороны населения? Это серьезная тема. Она была и ранее, но не в таком массовом, не носила такой массовый характер. Просто люди, которые по желанию обращались, им давали направление и оплачивали их лечение за пределами нашего государства. И создалась такая иждивенческая психология. Руководство как бы, да, страны способствовало
снижению авторитета даже того, которое было у наших коллег. Искусственно. Понимаете, это было легко доступно. Я понимаю тогда, когда высокотехнологические операции или любые операции, которые мы не можем делать у нас в республике. И во все времена всегда, значит, руководство страны, там, Министерство здравоохранения занимается этими проблемами и как бы не оставляет эту категорию больных без внимания. А тут, скажу так, значит, статистика была проведена за 3 года, да, при прежнем руководстве. За последние 3 года, да, был сделан отчет. И из этого, значит, выявилось, все те, которые, это данные из Минздрава, и наши данные, как после возвращения лечения, получилось так, 70% выехало то, что мы могли делать, вы понимаете, да? Одни московские клиники не могли оказать помощь, значит, этой категории пациентов. И некоторые отправлялись и в другие регионы России. Ежегодно более 100 миллионов рублей выделялось на эти цели, да? Я не говорю, из них, наверное, если взять, если то, что мы могли бы делать здесь бы, да, то есть за 10 лет эта сумма... В общем, вы считаете, что у людей выработалась привычка, да? Я считаю, это выработалась привычка, потому что в общении с ними, значит, вот, ну как, если ему доступно уехать за пределы республики, да, ему еще оплачивают при этом лечение. Трудности у них возникают еще дополнительные с переездом. Вы считаете, что это не так важно для них? Я считаю, что это важно. Для них все вопросы, связанные с выездом. Там и сам пациент, и как минимум один должен сопровождать это. Но это тема, наверное, очень серьезная. Она займет все наше эфирное время. Я предлагаю поговорить еще о препаратах. Это не дешевые лекарства. Поэтому у больных, помимо проблем со здоровьем, еще возникает вопрос поиска средств. Как это обеспечиваете вы пациентов лекарствами? Ну, если вы коснетесь, да, есть медикаменты общего применения, есть специализированные препараты. Специализированные препараты – это препараты химиотерапевтические. Они как бы дорогие. Это интересно, эту цифру озвучить. При лечении онкологических больных, значит, как отдельный самостоятельный вид лечения используется химиотерапевтическое лечение. Есть первая линия, есть вторая линия, есть третья линия. Ну, средняя, вот, чтобы зрители Про знали. Средняя двумя словами не скажешь. Значит, я вам скажу таким образом. Есть государственная программа, которая была создана в 2004 году, и она действует по сегодняшний день и оказывает неоценимую помощь в этом смысле. Да, но здесь есть такие моменты, где в тот период, когда она была создана, значит, отчислялись, фонд медстрахования занимается этим, отчислялся 1%. Значит, потом это было отменено, то есть 3% отчислялись. Это было отменено, и сегодня отчисляется 1%. И средств, естественно, наверное, недостаточно. Тогда когда программа была создана, начинали с 20 больных, которых лечили. А сегодня эта цифра составляет более 300 человек. Вы понимаете, да? То есть это происходит за счет осведомленности, что действует государственная программа. И люди уже не выезжают туда, или выехав за пределы республики, они лечиться по этому виду лечения приезжают к нам. В общем, значит, вы хотите сказать, что онкологически больные не могут рассчитывать на бесплатную химиотерапию, да? Так получается? Я это не сказал, я вам скажу, это вопрос не ко мне, да, но я этим занимаюсь. То есть не хватает, да. Закупом онкология не занимается, занимается фонд медстрахования, то есть мы работаем по заявкам. Поступает к нам больной, мы берем на учет, и кому нужно лечение, мы делаем заявку на фонд медстрахования. Да? Вот такая система, и над этим работаю, для того, чтобы, наверное, увеличить, да, вы сами понимаете, да, значит, здесь главный врач не решает эти вопросы. Ну и как происходит распределение? Вот как очень 3% какие-то средства, значит, есть, какие-то препараты есть.
бесплатный, да? Кому они достанутся в итоге? Все то, что есть, очень простая схема. Все то, что есть, значит, то, что нас обеспечивают, дается больным. Есть сроки, да, кто когда получает. Вот из того, что есть, это открыто для всех. То, что есть, дается, да, но кому-то не хватает в одном месяце, не хватило, или в другом, понимаете. В России в этом вопросе, я интересовался, дела обстоят не лучше. Но над этим надо работать, проблем у государства много. Значит, это, наверное, на уровне парламента надо решать, на уровне правительства, попытаться возвратиться к 3%. Этим занимается председатель фонда, Министерство здравоохранения. Мы знаем, что если химиотерапию начинают, то ее прерывать нельзя. И люди должны самостоятельно купить эти препараты в обычной аптеке нельзя. Вот как быть этим людям, которые остаются без бесплатных медикаментов? Но я же вам сказал, как выезжать за пределы собственных средств, это я уже не знаю. Мы каждых предупреждаем о том, что там за неделю, если есть препараты, у нас принцип обратной связи. Даже мы больше проявляем заботу, несколько номеров телефона в истории болезни. То есть вопросы как бы... Но я думаю, в этой ситуации, да, мы же требуем деньги на выезд, на лечение, там, когда даже могут сделать здесь. Но непопулярно это, но нам приходится предупреждать о том, что хотя бы на один курс лечения, да, когда возникает какой-то перебой, да, значит, чтобы они имели сами, там препараты первой и второй линии, они не такие дорогие. Ну сколько, какие суммы, мы просто не сталкивались? От 500 рублей до 10 тысяч, понимаете как? Ну, если 500 это не так много, то 10 тысяч, например, для пенсионеров. Сумма внушительная. Но этот вопрос я вам обозначил. И все-таки сколько, вот вы говорите, около 300 пациентов у вас на учете, да, сейчас? Сколько? 300 вы озвучивали эту цифру. Сколько человек все-таки получают бесплатную химиотерапию? Я сейчас в целом, кто как получил, вы понимаете, что недостаточно. Но дальше решать вопросы, это уже дальше решают те, которые этим занимаются. Я считаю, что то, что на сегодня делает наше государство, я вам скажу, это тоже немало. И как обстоит дело у вас с кадрами, с специалистами, достаточно ли их количество? Успевают ли они обслуживать всех больных? Люди приезжают с районов, учитывая там по программе не всегда нет лекарств, в течение дня мы держим какой-то процент, да, и в дневном стационаре проводится в течение дня вот это лечение. Ну, а как с врачами дело обстоит? Достаточно ли специалистов? Ну, естественно, если мы лечим, занимаемся, у нас проблем со специалистами нет, у нас нет оснащения. Есть врачи, я даже так назвал бы, есть команда единомышленников, которые решают очень серьезные вопросы. Заранее мною была договоренность со многими специалистами, которые как бы нужны были. Но учитывая, что все это затянулось, значит, эти люди как бы, да, в дальнейшем переехали на другие, да, в другие регионы. За специалистами сейчас в данный момент, и потом там 1-2 специалиста, за этим вопрос не станет. Когда будет оснащение в дальнейшем, да, предварительно как бы договоренность есть, потом эти вопросы будут решаться. Но в целом у нас есть врачи, которые все сегодняшние вопросы могут решать. До настоящего времени самым эффективным способом борьбы с раком является хирургический метод. Можете ли вы в центре делать все виды операций? 5 лет назад, когда нас перевели в Агудзеру, да, мы сегодня как бы осуществляем операции на базе отделения Агудзерского госпиталя, иногда в республиканской, иногда во второй. Это лихорадит больницу, потому что прооперировать одно, а потом надо их выхаживать, вы понимаете. Люди приезжают с районов. У нас, я вам еще раз подчеркну, нет операционной, и мы оперируем в других местах. Мы на протяжении уже 5 лет, я вам скажу, несмотря на то, что находились в перемещенных условиях, статистика одна и та же. Даже сейчас уже более 1,5 лет мы находимся в этом учреждении, как мы появились, статистика одна и та же. Пока не найдено стопроцентного способа борьбы с раком, но медицина развивается, новые методы какие-то появляются.
Как у нас с этим дело обстоит? Идем ли мы в ногу со временем? Одна из таких инновационных технологий, это клеточные технологии, которые в России только в отдельных центрах применяются, но Европа уже, там и передовые страны как бы это уже используют, да. Значит, были выезды и в Питер, и в Москву, там определенным специалистам, который возглавит это создание клеточной лаборатории. Значит, полностью есть понимание с Министерством здравоохранения, значит, и с руководством страны, значит, сделана заявка Анзором Назрумовичем, то есть это находится в действии. Хотелось бы спросить, диагноз онкология многими воспринимается как приговор, и в этой ситуации важно не впасть в депрессию. Что бы вы хотели пожелать людям, которые переживают сейчас это заболевание? Рак действительно не приговор. И чем быстрее, значит, они обратятся, да, тем шансов у каждого из них будет больше. Спасибо, Лев Заабетович, за то, что нашли время прийти к нам. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили с главным врачом Национального онкологического центра Львом Аргун. До свидания.